Настоящий кладбищенский ужас охватил административный центр Сайрамского района, поселок Аксукент. Жители говорят, на местном погосте они видят то, что не приснится даже в самых кошмарных снах. Участок для захоронения безродных находится на самом отшибе сельского погоста поселка Аксукент. Сейчас здесь покоятся примерно 150 усопших. В это трудно поверить, но, например, вот это и даже вот это, самые что ни на есть, настоящие могилы. Здесь похоронены не только бомжи, но и жертвы убийств и ДТП, которых не опознали или не забрали родственники. Многие могилы просели и провалились. Смотрительница кладбища говорит, до покойников осталось всего несколько сантиметров, и скоро здесь начнется настоящий кошмар. Сейчас собаки начнут, лошади будут здесь ходить. Ну, бывали случаи, когда вот собака носит там ногу или руку. Охранник утром приходит пораньше и все вот это перезахоранивает. Здесь где-то, от силы полметра-метр выкапывают и вот так вот захоранивают людей. Хоронят людей оказалось не коммунальные службы и не отделы акимата. Им попросту не выделяют на это денег, а участковые полицейские, на чьей территории обнаружат очередной неопознанный труп. Причем платят могильщикам стражи порядка из своего кармана и, судя по всему, особо не тратятся. Закопают так, кое-как его. Один раз, года два, да, Володь, по-моему, рука торчит. Видно, что, тяжело закидать хорошо, что ли? В местном РУВД признают, полицейские и рады бы хоронить безродных граждан в гробах, с цветами и даже в костюмах. Вот только зарплаты участкового едва хватает на то, чтобы оплатить рытье неглубокой могилы. Так что не до роскоши. Привезли вот в куфайках, в сапогах, он то ли замерз. Они прям ковшом вырыли яму и прям свалили вот так и закопали. Второй труп тут же хоронили, в одеяло завязали и тоже сбросили, захоронили. В районном акимате о шокирующей ситуации узнали от журналистов. Говорят, за захоронение безродных отвечают сельские акимы, которые ни разу за последние несколько лет не попросили на это денег. С подчиненными пообещали разобраться, а с полицейских снять тяжелую ношу. Я разберусь, но на эти цели деньги можно было выделить, если вопрос поднялся вовремя. А районный бюджет нам позволяет это. Сельские акимы, видимо, не понимали вопроса. А еще сельские акимы, видимо, не докладывают начальству, что возле другого кладбища в соседнем поселке Мартубе образовалась огромная свалка. Тонны мусора и грязи уже скоро окажутся на территории погоста. Запах, вонь идет. Мухи, комары летят, собаки стаями ходят с ворами. Крысы уже и у нас в домах есть. Уже у меня дома вот такие 2 крысы ходят. Не могу я их убить уже. Но, похоже, и до этого кладбища, которое вот-вот поглотит зловонная помойка, пока тоже никому нет никакого дела.